и жители на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко и мы оставляем должников нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Живоначальное пламя, умершее от мрачной судой, прославит воскреси, всех Христов Бог, воскресение благодарит человеческому роду, есть Господь Спаситель, воскресение и живот, и Бог всех. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Иже на святое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Божий, добрый тебе много милости, много благоутробней, иже праведные людей грешные милые, иже вся добрика спасения, обещания ради будущих благ, там добрый наша в части молитвы, и исправи живот наш заповедью Твою, души нашего святителя, славу, чисти, помышления исправи, быстро очисти и избави нас от всяких скорби, грехов, болезней, образи нас святыми Твоими ангелов, да помолчи и соблюдаемые, наставляемые, достигни среди веры, и в разум преступная Твоя слава, яко благословен и по веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Сердце меня Богородицы,
и Духове Твоему. Прокинем глаз шестый. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние К Тебе, Господи, возову, Боже мой, да не примолчишь отныне. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови Римлянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословящих тебя пали на меня, а все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы вы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Просему принимайте друг друга, как Христос принял во славу Божию. Frères, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour
notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, par la gloire de Dieu. И Духові Твоєму. Аллилуйя, 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 глас шестый. В храме Бога Небесного водворится. Речет Господи, ви заступник мой, си прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него.
а также о бесноватом человеке. И вот, читая это повествование, такое впечатление у нас создается, что люди как бы записывались на прием к врачу, как мы сейчас приходим в поликлинику, так и здесь сказано, что как только вышли эти слепцы, которые исцелились, к нему сразу привели другого человека бесноватого, и он его исцелил. А если мы почитаем еще до этого евангельского чтения, то, что происходило, помните, в прошлое воскресенье мы читали с вами про исцеление кровоточивой женщины, когда он шел на пути, и потом исцеление, исцеление этой воскресенья девицы, которая умерла. Так что одно за другим чудом, много чудес Христос сотворил. И действительно создается впечатление, что как будто на прием к Христу люди приходили. И вспомним, братья и сестры, наших старцев древних и новых старцев, тем более оптинских старцев, которые у себя в монастыре принимали людей. Люди хотели к ним попасть, то на беседу, то на совет, то может что-то у них болело, чтобы исцелиться. Они всех принимали. И на Афоне такое бывало, и бывает до сих пор. Люди ждут по полдня, целый день, 2 дня, 3 дня, и никак не могут попасть на прием к тому святому человеку. Потому что люди почитают его, почитают ту благодать, которую он в своей жизни приобрел. Вот представляете, мы все люди как бы живем простые люди, но есть духоносные старцы, духоносные люди, которые знают твою судьбу, которые могут тебе помочь советом и с чем-то другим, потому что им открывается Божья благодать, и они это могут поделиться. А тем более Христос, когда пришел 2000 лет назад, сам Бог, Он делился этим постоянно. Постоянно Его окружали люди. Постоянно Он исцелял. Все Евангелие пропитано чудесными исцелениями. Мы даже не задумаемся, насколько мы привыкли, когда мы читаем, и того исцелил. И интересно дальше, после этого отрывка, что говорится? Христос, дальше говорится сегодня в Писании, что умилосердство увидел много народа около себя, умилосердствовал над ними и говорит про них. Это люди, у которых нет пастыря. И тогда призвал своих учеников и дал им власть изгонять духов нечистых, исцелять всякую болезнь и все прочее. Вот, братья и сестры, Христос передал церкви ту власть, которую Он имел, ту благодать, которую Он обладал, Он передал своим ученикам, апостолам, Его верным последователям, чтобы и они также творили чудеса. И мы видим, как апостолы разошлись по всем местностям, сколько чудес сотворили последователи Христа. Говорится в Писании, Христос предрекает: «Моим именем бесов изгонят, будут говорить на других новых языках. Все, что смертные испьют, оно им не вредит. Тем самым будут творить чудеса великие». И мы видим те же духоносные старцы, верные христиане, которые приобщили благодать Божию в своей жизни, они также делились этим со всеми окружающими. Если мы получаем дар от Бога, мы обязательно должны поделиться этим даром с ближними, не утаить его, не как-то спрятать только для себя, а знать, что это явлено для всех людей. Если у нас что-то есть, Бог дает какой-то дар, если дает какое-то понимание чего-то, может, мы что-то умеем делать, мы обязательно должны поделиться этим. Иметь глубокую веру, братья и сестры, глубокую веру, чтобы она нас преображала, чтобы мы через нее
приобщались и приближались к Богу. И это действительно очень важно приобрести в своей жизни. Наша жизнь как будто состоит из ступеней. На одной ступеньке стоишь, не видишь, что там сверху находится, и думаешь, уже все знаешь, и всего достиг. А как только начинаешь чуть-чуть двигаться в духовном плане, чуть-чуть начинаешь себя заставлять, приобщаться, поднимаешься на другую ступеньку и думаешь, а как же было там все примитивно, а как же там непонятно, и все по-другому. И вот так, братья и сестры, мы поднимаемся к Богу. Кто на какой ступеньке у нас стоит, мы не знаем. Но в одном дело то, что мы должны подниматься постоянно. Совершенству нет предела, как говорят. Потому что совершенство есть Бог. Ему нет предела. Ему можно приближаться, как в математике, и никогда не достигнуть. Но суть в том, что само приближение нас освещает. И поэтому, братья и сестры, это задача всей нашей жизни. Мы поднимаемся еще на одну ступеньку, когда смотрим, действительно что-то новое открывается. Что-то то, о чем мы раньше не знали, оно открылось. И так вот Господь нам по чуть-чуть открывает. А те старцы, которые говорили сегодня, они достигли такого совершенства, на таких высоких ступенях стоят, то мы, к сожалению, на них не находимся. И вот будем понимать, что говорит Христос в Евангелии, почитать Его Слово и применять это Слово в своей жизни. Аминь.
во веки веков.
еще верую, яко сей самое пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя, молюся Бога Тебе, помилуй меня и прости прегрешения моя, вольная и невольная, я же слово, я же дело, я же верение и неверение. Исполни меня, не осужденному частися, причистых Твоих таинств, благословении греховной и в жизнь вечную. Аминь. Вечные Твои тайны, не Сыне Божий, причастника меня прими, не врагом Твоим тайну повем, не лапсанием Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, дай мне суд или осуждение, будет мне причащение святых Твоих таинств, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.
Преподобного мученика Феодора, ныне поминаемых
преподобной мученицы и инокини Варвары. Это также две святые. Бог им дал великую благодать, потому что они были замучены уже при революции. Княжна Елизавета, как и не раз мы говорим, она вообще была другой веры. Она перешла в православие. И настолько усердно стала в православии, в вере, что до смерти не предала Христа. Она могла легко отказаться, как многие, которые впоследствии потом испугались ранений, испугались всего оружия, но преподобная мученица Елизавета, также царская семья, также многие, которые священники, епископы и другие люди были замучены в том числе и за веру. Наверное, больше всего даже за веру, потому что они не предавали за Христа и тех принципов, которые они всегда жили. А сегодня мы почитаем собор радостных святых, это всех преподобных, которые подвязались в Свято-Троицкой церкви в Лавре. И княжной Елении Вышанской и всех прочих мы почитаем, братья и сестры. Будем и их пример прилагать в нашей жизни. Вот когда день этих святых, будем читать их житие, чтобы не отстраняться от праздника, чтобы это житие вот хотя бы раз в год вспомнить. Вспомните тех святых, которых мы читаем. Аминь. Приглашаю